И тема сегодняшнего моего проповеди или проповеди свидетельства называется «Будете мне свидетелями». Эти слова Иисус говорил ученикам перед тем, как сойдет на них Дух Святый. И Он говорил, когда вы примете сошествие, когда вы примете Духа Святого, вы будете мне свидетелями. И мне стало интересно, о чем бы сказали ученики, апостолы тем людям, как имеющие Духа Святого, как имеющие силы Его. И мне было бы интересно послушать свидетельство евангелиста Матфея, потому что, на мой взгляд, его свидетельство чуть-чуть было бы похоже на мое свидетельство. Как я читаю и вижу, Иисус призвал Матфея в 9 главе, когда мы читаем Евангелие. До 9 главы было очень много того, что произошло уже с учениками. Как Он уже призвал Андрея, Иоанна, Петра, и Он уже отпроповедовал свою знаменитую проповедь на горе. Он уже изгонял бесов. И Он идет и видит мытаря Матфея. И Он призывает его, Матфея. Матфей соглашается. И я думал, у Матфея же фактически у него была жизнь понятная. У него была работа, и он всегда работал с деньгами. В дальнейшем перспективе жизни, было какие-то риски какие-то были. Если власть изменится, ему бы пришлось несладко. Но было теплое место. Но он что-то почувствовал, когда призвал Иисус. И у него хватило смелости и решения начать что-то новое. И он оставил свою работу, все это старое, и пошел за Иисусом. А когда он пошел за Иисусом, мы знаем его профессию, он был мытарем. И мытарей в Израиле недолюбливали. И он входил в новый круг общения, в новое место, новые знакомые. И люди совсем разношерстные. Петр рыбак, Андрей, Иоанн, они ученики Иоанна Крестителя были. И там был Симон Зилот. Зилоты — это те люди, которые были против. Это такая партия, которые ненавидели фарисеев, все заставили, чтобы восстановить царство Израиля. В таком темпе двигались. И ему предстояло войти в такое окружение. И там был Иисус, но там также были ученики. И там был Иуда. И Матфей пишет и говорит, что он был вор. И он видел все эти их отношения. Но я думаю, что Матфей бы засвидетельствовал о любви Иисуса, как он подружился с Иисусом. В 11 главе, когда мы прочитаем, мы увидим, что Иисус себя называет другом, мытарем и грешников. Перед тем, как это сказать, я думаю, что Иисус посмотрел на Матфея и сказал, говорят, что я друг мытаря и грешника. От этих слов я делаю вывод, что Иисус подружился с Матфеем. Он помог Матфею внедриться в команду апостолов, чтобы другие ученики его приняли, что это такой же человек, который оставил свое прошлое и идет вслед за Иисусом в новое, неизвестное, пока еще никому неизвестное. Я думаю, что когда Дух Святой сошел на Матфея, он проповедовал, он свидетельствовал об этом, как Иисус призвал его, как он оставил старое и пошел в новое за Иисусом, и какие отношения у него были. И поэтому я сегодня хочу тоже во время своей проповеди, на примере своей жизни, как человек, принявший Духа Святого и Его силу, засвидетельствовать вам о своей жизни с Богом. Моя жизнь с Богом началась в 2011 году, 6 августа. Я этот день запомнил. Оно было нестандартное, не такое, как собрание здесь. Но тот момент жизни я был в очень глубоком зависимости. Я страдал алкоголизмом. Молодой парень, 26 лет, все разрушено. Я пытался освободиться от алкоголя,
но не получалось. Я осознал, что я зависим. У меня вся жизнь, все связи, все коммуникации были разрушены. Я был в отчаянии, если вот так вот сказать. Очень тяжело было. И я искал выхода, но не понимал, но не знал, откуда выход. Я фактически согласился с тем, что моя жизнь вот скоро-скоро вот так и закончится. Жил человек и не стало человек, и никому нет дела до этого. Я понимал, что вот свою жизнь я сам разрушил. И в этот день мне повстречался парень, он был русский. Мы с ним поговорили, он поговорил со мной несколько минут, спросил: «Колян, вроде бы ты толковый парень, не хочешь изменить свою жизнь?» «Да, хочу». Он сказал: «А ты веришь в Бога?» Ну, как бы, я знаю, что Он есть. Он удивился. Я думаю, что все люди, которые вот вокруг нас, и вы, перед тем, как прийти к Богу, вы знали о Боге. Посредством храмов, посредством фильма, разных христианских атрибутов. В моей деревне, откуда я родом, там есть православная церковь, храм. Но оно не работает, Мегино-Богородская церковь. Она больше 200 лет, более 200 лет этому зданию. И я все детство видел, что есть Бог. И для Него вот построен дом. И Он мне сказал: Его имя Иисус Христос. Если ты хочешь изменить свою жизнь, вот, Николай, Библия – это Его Слово. Читай ее, и Он изменит твою жизнь. И Он мне наставил, чтобы я читал 1 главу Евангелия в день и 1 главу из книги Притчи. Я ухватился за эти слова. Я так понял, если я буду читать Библию каждый день, то Бог будет менять мою жизнь. Я не знаю, откуда во мне такая сила появилась, откуда такое рвение появилось. И я начал ее читать каждый день. Я еще не был воцерквленный, я не имел понимания, что есть такие вот верующие люди, группа верующих. Я читал ее. И я в скором времени заметил, с того дня, 6 августа, как я начал читать Библию, у меня пропала тяга к алкоголю. Я удивился вообще. Я раньше пытался силой воли, разными методами, но результат был один и тот же. Я валялся пьяный и думал: так не должно быть. Но я пьяный опять. Ну что поделаешь. А я вот читаю, и у меня нету тяги к алкоголю. Я удивился. Я ее читал. Со временем я заметил то, что когда я разговариваю с людьми, я матерюсь. И мат – это как будто совершенно не мое, это другое. Я после разговоров с парнями иду домой и, сделал такой пример, и пробую материться. Так смачно. И прям так тошно стало. Не, с сегодняшнего дня я не буду материться. И в общении с людьми, с ребятами, я в один миг изменился, я стал малословным. Потому что я с ними, уже с русскими ребятами, я с ними изъяснялся матом. Они матом говорили, жаргонами, сленгами. И я эту идти, туда идти. Вот такие слова. Они удивились: что с тобой? Да я не хочу материться. И они видели эти изменения, я читал. Но я еще не был воцерквленный, я не знал, что есть собрание. И спустя где-то через 2 месяца я встречаю этого же парня в Нерюнгри. Мне дали Библию в Якутске. Встречаю этого парня в Нерюнгри. До того момента, как я его встретил, я же читал Слово Божие. А Слово Божие написано, сказано, что оно живо и действенно. Там слайд. Оно, когда мы читаем, оно живое. Оно производит свою работу, даже когда мы этого не знаем. И с той стороны, где мы этого вообще не ожидаем, как оно будет работать с нашим сердцем. Когда мы читаем художественную литературу, мы вникаем в нее. И посредством того, что мы читаем, у нас появляются какие-то эмоции, какие-то впечатления. Но также, когда мы читаем Слово Божие, вроде бы неинтересно. Еще так тяжело написано и как-то непонятно. Но я читал ее. Я не знаю почему, но я ее читал.
Но я начал видеть воздействие Слова на свою жизнь, на свое сердце, на свое мышление. И я понял то, что вот ибо Слово Божие живое и действенно, это так и есть. Действительно, оно работает. Действительно, оно живое. И действительно, оно во мне пребывает. И действительно, оно производит во мне свою работу. Но, как я сказал, я не был воцерквленным, не знал верующих. И где-то спустя через 2 месяца я встретил этого парня, его звали Макс. И он, немножко пообщавшись со мной, позвал меня в церковь. И мы в воскресенье пошли в церковь. Пришли на место, и он говорит: выбирай. В смысле выбирай? Вот красная церковь, здесь православная. Вот белая, здесь Богу поют песни и слово проповедуют. Я выбрал слово послушать. Я зашел, впервые я зашел в евангельскую церковь. Когда я зашел, меня встретил там молодой парень. И мы как бы встретились с ним глазами. Он не отпускает меня, а я не имею привычки, чтобы вот отводить глаза. Ну, тогда еще была это вот, не знаю, такая моя позиция, что если мне смотрят в глаза, то я буду смотреть на глаза вот до последнего. Он смотрит мне в глаза, я ему в глаза. Я иду к нему вперед, и он ко мне вперед. И он простер руки, я как-то не понял, и подошел. И он меня обнял так крепко. Это впервые в жизни, чтобы меня парень обнял, вообще мужик. Он так сильно обнял и сказал: брат, мы тебя так долго ждали. Слава Богу, ты пришел. Я с того дня ни одного слова от проповеди не запомнил. Я запомнил эти слова и эти объятия. И группа вот порядка, ашер, те, которые вы встречаете людей, вы там очень сильно служите. На тот момент в моей жизни меня никто нигде не ждал. Я таких слов вообще не ожидал от кого-нибудь услышать. И я услышал эти слова там, в церкви. Я был удивлен. Меня ждали, и меня назвали братом. Хотя он даже не знает, что я читаю, что я молюсь. Я впервые зашел в Дом Божий, в церковь. И я зашел в зал, он спроводил меня в зал, иди в зал. И я зашел на 1 этаж. Там сидели все, все красивые, нарядные, белый верх, черный низ, улыбаются друг другу, приветствуют, общаются. И я сразу так, это не мое место. Здесь как бы святые. Я так посмотрел и видел балкон. Я поднялся на балкон и нашел самое темное место, где нету там света. И я там сел. Началось как служение. Прославляют, поют. Я тоже читаю текст, пою. И вдруг сегодня вот прозвучала та же самая песня, последняя песня. И вот эта песня прямо там же и прозвучала. И когда я услышал эти слова, я когда начал читать эти слова, в моем сердце внутри что-то вот прям сколыхнулось. Прям как будто сердце наружу. Я понял, что Бог на этом месте. Я его ощутил. Об этом говорится, давайте еще следующий слайд. В Деяниях апостолов. Здесь Павел говорит: от одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога. Не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас? Во время поклонения я Его ощутил впервые в жизни. Прям этот момент, внутри очень сильно во мне откликнулось. Я заплакал. Я никогда при людях не плакал. Я плакал только когда я пьяный. И я заплакал, я взмолился Богу: Бог, пожалуйста, измени мою жизнь, я так устал. Ты не представляешь, я так устал, я не могу так больше жить. Я знал, что Бог здесь, Он слышит меня. Если не можешь это сделать, забери мою душу сегодня ночью. Я не хочу здесь быть, я не хочу жить. Я когда попаду в рай, я тебе обещаю, мешать не буду. Найду самый дальний уголок, я там буду покоиться и лежать. Надеюсь, там кормить, все эти дела же не надо, да? Трудиться не надо. И я себя так представлял. Я говорил Богу: я так устал, забери меня. Я не буду никому мешать, там буду тихонько лежать. И
эта песня поют и поют, и у меня слезы идут и идут. И я был в капюшоне. Смотрю, люди на меня смотрят. Раз капюшон натянул, и стою, реву прям. Потом началось богослужение, проповедь. И проповедь такая была, я не понимал, что они зовут меня на покаяние. Я почувствовал самым последним греховным человеком на свете. И я не любил такое ощущение, когда я виноват. Это с того мира еще вот это ощущение. Когда тебе в миру говорят, внушают, что ты виноват, то с тебя требуют что-то. И у меня была такая ассоциация. Сейчас я вот перед всеми выйду и признаю, что я вот косячный, они с меня прям выжмут. Они же сектанты. И я прям, не дожидаясь проповеди, я выходил и уходил. На следующее воскресенье ноги меня сами внесут в церковь, потому что там есть Бог. И опять эта песня, и опять реву, и опять эта проповедь, и опять гордыня, и опять иду, выхожу. Так я и не покаялся. Это было в Нерюнгри. Где-то через 1,5 или 2 месяца я покаялся. Я покаялся в Красноярске. И покаялся я в спортзале. Я в Красноярске, уже же не пью, здоровый образ жизни. С ребятами общаюсь, и позвали они меня в зал. И в зале упражнения, железо тягаю. И между подходами я сидел, и от того, что у меня молитвенная жизнь очень скудная была. 3 минуты. Я не знал, как молиться, но мое сердце, мой дух внутри желало молиться. Поэтому я читал Новый Завет, и я заучивал псалмы. И когда между подходами отдыхал, я читаю такой Гедеоновский Новый Завет, маленькая такая Гедеоновская, где Новый Завет и Псалом. Я сижу, читаю, отдыхаю, и подходит ко мне парень, спрашивает: разумеешь ли ты, что читаешь? Прям как в Деяниях. Я это заметил. Я сказал: да, конечно, я знаю. А ты покаянный? Нет. А не хочешь покаяться принять? Пока еще не готов. Я не был готов принять Бога, провозгласить устами, потому что я понимал, когда я покаюсь, когда я скажу своими словами, что Он мой Бог и Спаситель, мне придется отказаться от многих вещей, которые я на тот момент делал, что я буду ограничен в некоторых моментах, что я оставлю своих идолов. Я понимал, что баяна и все это кормление огня, праздник Исыха, общение с ребятами, все это есть, и мне придется это оставить, потому что Он Бог, Он един, один только, и Он этого не любит, а это мерзость для Него. Но из-за этого я не понимал, если посмотреть, я не доверял Ему. Я подумал, если я покаюсь, приму Бога, то мне придут такие тяжелые обстоятельства в мою жизнь. Я буду в некоторых местах гоним за свою веру. Поэтому я не был готов, но я читал. Когда мы верующие идем за Христом, мы все оставляем. Остается только один Бог, Иисус Христос, посредством которого открывается Бог Отец и Дух Святой, который в нас пребывает. Триединый Бог. И спустя где-то через 2 недели тоже в зале подходит этот парень и прямо спрашивает: ты готов каяться? Вообще ни привет, ничего такого. Я сказал: да. И прям в зале он говорит: давай вставай на колени. И я встал на одно колено, держу в руках Новый Завет. Он возложил на меня руки: повторяй за мной. И мы покаялись, я принял Иисуса Христа. Когда я встал, он сказал: добро пожаловать в Царство Божие, брат. И обнял меня тоже, потный весь такой, я тоже потный. И мы в зале, люди железо гремит, и дыхание все это в зале. И мы там каемся. И он сказал: добро пожаловать в Царство Божие. После этого Рустам, Николай: здравствуй, брат, здравствуй, брат. Только после этого он сказал, он был не русский. Я подумал, что он молдаван, а оказался он татарин. Рустам его звали. И с того момента моя молитвенная, моя жизнь, она начала очень сильно меняться, потому что я принял решение. Я ощутил, что Бог со мной, и я с Богом, и Он меня ведет. Но я еще не был воцерковлен. Я не знал, что такое церковь.
общение верующих. Я воцерквился в городе Канске. Перед праздником Рождества Христова я встретился с одной семьей верующих. Они пригласили меня на домашнюю группу. Я пришел на домашнюю группу, она проходила в здании церкви, это было трапезное. Когда проходила домашняя, я сидел и наблюдал за людьми. Люди были вообще разношерстные. Механики, учители, ботаник, там дети, бывший алкоголик, бывший наркоман, бывший зэк. Все это было на лицах, на руках людей. По поведению я видел это. Но я увидел, что я увидел. Следующий слайд. Здесь я говорил, что посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем. Когда мы покаялись, уже нет обратного пути. Нам нужно ходить в Нем, как верующие. Нам нет права отступать и ошибаться. Это решение один раз на всю жизнь. И следующий слайд. Что я увидел в этой домашней группе? Я увидел почтение. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Я увидел среди этих людей почтение друг к другу и почтение к себе. Они не старались меня учить. Они не лезли ко мне, и я к ним не лез. Они были очень почтительны ко мне. Они друг к другу с почтением относились. Я это увидел. Я внутри сказал, вот это люди, с которыми я должен быть. Они такие же, как я, или я такой же, как и они. Вон она, моя духовная семья. Вон они, мои родненькие. Так я воцерквился в церковь. Я решил входить в эту церковь. В этой церкви я узнал многое. О духовной дисциплине, о разных правилах, законах, о Боге много узнал, о Духе Святом. Я в этой церкви отучился в библейской школе. Но самое главное, в этой церкви я познал любовь Бога. До этого мне говорили, брат, Бог любит тебя, Иисус любит тебя. Я говорил, аминь, брат, так же тебя Бог любит. Аминь, сестра, аллилуйя. А внутри самого, о чем они говорят, я не понимаю вообще. Это все равно, чтобы если бы я не пробовал клубнику, они говорили, брат, клубника вкусная, брат, клубника бомба, брат, клубника сочная. Я еще не пробовал клубнику, я бы говорил, да, сочно, да, вкусно, хотя я сам этого не вкусил, не знаю этого вкуса. Также и было о любви Бога. Когда мне так говорили, меня это раздражало, о чем они говорят. Но чтобы избегать определенных разговоров, я говорил аминь, так и есть, хотя я не понимал, о чем они говорят. Я знал, о чем написано, что Бог возлюбил нас, что Он умер на кресте, показывая свою любовь. Он воскрес, чтобы нас вести. Я это знал, я это читал. Я этому был научен. Но я этого не ощущал, не переживал. И однажды я Бог коснулся меня, и я начал искать Бога, Его любовь. Все говорят, что Бог любит. Иоанн пишет, что Бог есть любовь. Я хочу познать Тебя. И я размышлял о Его любви. И однажды я перебирал у себя в голове просто, как жвачку жевал, Иоанна 3,16, этот стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Я перебирал этот стих. Я перестал, слова там. «Ибо так возлюбил Бог меня». Я подумал, а я когда-нибудь кого-нибудь так любил, чтобы отдать своего единственного Сына? Нет, а Бог возлюбил меня. Он возлюбил меня, когда еще меня не было. Он возлюбил меня прежде всего основания земли, когда еще ничего не было. В Библии написано, что Иисус тогда уже был определен, назначен на крест. Он меня любил, когда я родился. Он меня любил, когда я рос. Он меня любил, когда я был во грехах, когда грех входил в мою жизнь и разрушал. Он меня любил в тот день, когда я начал читать Библию. Он меня любит в этот момент, когда я иду. И Он будет меня любить, даже когда я иногда не прав, где-то ошибаюсь, Он меня любит. Я эти слова, эти мысли крутил у себя в голове, и я сказал вслух: Бог меня любит. И когда я это сказал, как будто у меня во рту горячий шоколад.
что-то образовалось. И я сказал: Бог меня любит. И вот это вот горячее, что-то как будто горячий шоколад, оно внутри, изо рта начало попадать в мой желудок, как будто вот сюда, 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 и в сердце, и взорвалось. Бух! Это была зима, это было на улице. И такое тепло, такая радость. Я познал любовь Бога. Теперь это от меня никак не выковыришь, не вытащишь. Я познал Его любовь. Бог меня любит. Такая радость была. Уже слез не было, радость. И я говорил: Бог меня любит. И от этого мне было радостно. Был рядом со мной парень, его звали Федя. Якут, что с тобой? Бог, Федя, меня любит. Че? Бог меня любит, Федя. И тебя любит. А, понятно, Якут поплыл. А я улыбаюсь прям, весь день улыбаюсь. На следующий день у меня болели щеки. От того, что я весь день улыбался. Я говорил: Бог меня любит. Со стороны можно было подумать, что я свихнулся, что я стал блаженным. Оно так и было, я был блажен. Но вот эта любовь, она меня начала манить к себе. Когда я размышлял, когда я вот ошибался: Бог, Ты меня все сейчас так же и любишь меня. И когда в молитве это было, когда я каялся: да, Он меня любит. Я не понимаю Тебя. Я же сейчас вот согрешил. Иногда я грешу, не понимая этого. Иногда я грешу, как бы осознавая это. Но Ты меня любишь. Как такое возможно? И это было, знаете, похоже на что? Похоже на куст, который горит и не сгорает, в истории Моисея. Его любовь, вечная любовь, она привлекло меня к себе. Моисея также привлек огонь, вот куст, который горит и не сгорает. Меня также это привлекло к себе. До этого момента я жил как бы все для меня. Божья любовь для меня. Бог для меня, благословение для меня. Я буду жить и как бы насыщаться, радоваться жизнью. Бог же для меня, Он же меня любит. Но когда вот я увлекся, вот Бог увлек меня, у меня есть... Но когда Его любовь увлекла меня, это произвело во мне внутренние изменения. Я от себя посмотрел в сторону других людей. Давайте почитаем эту историю. Так, дальше. «И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста, и увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Божья любовь не меняется. Он сам, по сути, есть любовь. Он есть Дух, Он есть любовь. Как куст горит и не сгорает, Моисей сказал». Дальше. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Пойду посмотрю, пойду узнаю, почему Божья любовь не иссякает, не пропадает куда-то, не меняется». Дальше читаем. Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я». Дальше. «И сказал Бог: не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Мы думаем, что когда мы вступим в землю святую, когда на наших, обувь мы оскверняем. Но на самом деле там было не об этом, что Моисей осквернит землю. Бог хотел коснуться его своей святостью. Между святой землей и святостью Бога и Моисеем отделяла его обувь. Моисей не мог ходить, не мог коснуться этого. Поэтому Бог захотел, чтобы Моисей коснулся, чтобы он осветился, стал частью святого. И также нам, каждому из нас, верующим людям, нужно снять свою обувь. Это наш жизненный опыт хождения с Богом в мирской жизни, наш старый опыт. Кто-то ходит всю жизнь в обидах, кто-то ходит всю жизнь, двигает локтями, сторонись, посторонись, уйди. А кто-то говорит: меня не замечают, меня бьют, меня унижают, меня не заметили.
А кто-то на себя говорит: я некрасивый, я неудачный, я потерянный. Обо мне никто не понимает, меня никто не понимает, меня никто не слышит. Я вот столько что-то делаю, никто не замечает. И люди ходят с такими вот, как уже жизненными такими паттернами, такими установками. И Моисей снял свою обувь. И нам нужно тоже снять обувь и стать на территорию святости, где есть Его любовь, где есть Его чистота. То есть, когда мы вступаем в территорию святости Бога, уже мы не, наше должно, оно остаться. Бог, наши молитвы, они меняются. Уже не Бог благослови меня, а Бог, что ты хочешь. Бог, открой себя. В послании Иоанна написано, что мы должны ходить во свете. Ходить во свете – это означает, что мы должны признать себя такими, какие мы есть, грешными, несовершенными, нуждающимися в Боге. Бог, я вот такой, и действительно такой. Да, я несовершенный, я слабый в некоторых местах. Это и называется ходить во свете, когда ты честен сам с собой и честен с Богом. Это называется ходить во свете. Ты не прячешься от Бога, ты не стараешься быть для Бога другим человеком, казаться другим человеком. Это среди людей можно как-то так делать. Иногда положение обязывает тебя быть другим, святым, что ли. Но с Богом так не надо, Он знает меня. И когда Моисей снял обувь и вступил в землю святую, дальше читаем. Бог сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Аминь. Здесь Бог открывается ему как Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Бог определяет себя. Об этом однажды сказал Иисус. Давайте прочтем, что сказал об этом. Это в Матфея 8 главе в 11 стихе. «Говорю же вам, что многие придут с востока, из Якутии». Относительно Израиля мы восток, получается. «С востока и запада, и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном». Чтобы возлечь с Авраамом, с Исааком и Иаковом, нужно идти определенным путем, где они есть. Невозможно быть на том месте, если я не следую их путем, то есть не иду путем, которым они шли. Они шли путем веры. Невозможно быть на том месте, где они есть, если я иду другим путем, что-то делаю другое. А Авраам делал таким же путем, которым мы сейчас идем. Авраам называется отцом веры. Его Бог призвал из Ура Халдейского, из языческого дома, из языческой среды. И среди нас очень много тех людей, которые в своей семье первые пришли к Богу. Мы оставили языческое, мы пришли к Богу, живому. Мы оставили старое, мы идем за Богом другим. И Бог учит нас любви, и Бог учит нас вере. Авраам назывался отцом веры, потому что он проявлял любовь и веру в Бога. Он следовал за Богом, он учился у Бога к вере. Бог его учил. И также каждого из нас Бог сейчас учит. Мы идем путем Авраама. Мы учимся доверять Богу. Мы учимся общаться с Богом. И мы ожидаем, так же, как и Авраам, определенных обетований, которые Бог нам обещал в Слове Своем. И мы идем. Также здесь написано, что Бог ему открывался как под именем Бог Исаака. У нас есть дети. Я вижу подростков. Исаак был сыном верующего человека, детем верующего человека. И у нас есть дети, которые будут продолжать этот путь. Если вы почитаете и увидите, то Бог однажды по смерти Авраама сказал: был голод на земле, и Исаак захотел пойти в Египет. И Бог ему сказал: не ходи в Египет, ходи путем отца твоего.
я благословлю тебя. И Исаак не пошел в Египет. Он начал ходить путем отца своего, путем веры. И благословение Авраама перешло на Исаака. И также наши дети и подростки. Придет время, вы определитесь, уже это будет не Бог отца или матери, дяди, тети, брата, сестры. Это будет Богом вашим. Вы будете поклоняться Ему, прославлять и служить Ему. Так же, как и ваши родители. И сделаете еще определенные вещи больше, чем ваши родители. Об этом Иисус сам говорил. Он даже говорил, что вы сделаете больше дел, чем я. Так и оно и будет. И последнее. Бог открывался к нему под именем Бога Иакова. Иаков очень сильно похож на нас. Я это замечаю. Иаков, он хотел все благословения, все обетования Бога на себя принять. Он даже обманул своего брата. Он воспользовался немощью своего отца, чтобы взять благословение. И также христиане, верующие, мы тоже иногда делаем так. Мы ищем определенные такие правильные молитвы в проповедях разных людей, помазанников, думая, что если как-то вот помолюсь очень красиво, слаженно, Бог услышит и благословит меня. Или иногда думаю, вот пришел епископ, пускай он возложит руки на меня, помолится, и Бог благословит меня. Мы иногда бываем нечестны с самим собой, так же, как Иаков. Иаков также, он очень сильно хотел благословений физических в этом мире, и Бог его, да, благословлял. Он как бы воспользовался хитростью, как он думал, это мудростью, да, данная Богом. Да, действительно, Бог его благословлял. Он был очень одаренным человеком, из мала умел делать больше. Все, что он мог, касался, он это превращал как бы в доход. У него же как стада же как бы с одного числа возрастали в другое. Когда он возвращался домой, он был очень богатым человеком. У него было много детей. Также Иаков известен тем, что он боролся с Богом. Христиане, бывает тоже, мы боремся с Богом. Мы хотим, чтобы было по-своему, по-нашему. Мы зачастую даже не хотим слушать, что хочет сказать Бог. Мы не хотим иногда жертвовать. Мы не хотим иногда как бы следовать за Богом, поступать правильно. Иаков также был, он боролся с Богом. Имя Иакова – это означает «держащийся за пяту». Он так на свет появился. У него старший брат Исаак был, он хотел первым выйти. Даже вот на каком-то таком уровне, потому что первенцу достается больше. А он вышел, и он держался за пяту брата своего. Даже не минута, полминуты, он прям за ним раз вышел. И всю жизнь он так двигался. И когда Бог пришел, он тоже боролся. Он, нет, я тебя не отпущу, Боже, благослови меня. Вот пришел ты, зря пришел. Не уйдешь, пока не благословишь. И Бог его спрашивает, как тебе имя? Он говорит, Иаков. Я думаю, что он, когда он сказал, да, я такой, я Иаков, я борящийся, я обманщик, я лукавлю. Да, я такой, мне нужен Ты, Бог, мне нужно, чтобы Ты благословил меня. Мне нужна Твоя помощь, я осознаю себя таким. И Бог дал ему другое имя – Израиль. Израилем его назвал. Из-за того, что он признал, осознал себя, какой он есть, и то, что он нуждается в благословении Бога. Также и верующие мы, когда мы честны с Богом, Бог с искренними искренне. Как мы к Нему, так и Он к нам. Даже в молитве «Отче наш» об этом есть. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Вот так вот. Бог, Он такой. Он милостивый, любящий, но Он также и справедливый. И Он с искренними искренне. Под таким именем Бог открылся Моисею. Вы знаете, что Пятикнижие написал Моисей. Он историю Авраама, Исаака, Иакова, он знал прямо на пятерку.
Он написал это, он знал, как им Бог открылся, и он знал этого Бога на своей жизни, да, в своем пути. И давайте прочитаем, что Бог, дальше вот посмотрим на их общение. «И сказал Господь: я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его, я знаю скорби его». Мы здесь видим, что Бог не общается о жизни Моисея, о его проблемах, о его семье, о его прошлых ошибках. Он об этом не говорит, он ему открылся как Бог Авраам, Исаак и Иаков. И это закрыло очень много вопросов. Здесь Бог говорит, что Он видит страдания народа. Здесь Бог говорит, что Он слышит, и Он знает страдания каждого человека, не знающего Бога, нуждающегося в Его пути. И Он идет посредством Моисея, через Моисея, освобождать этот народ. Читаем дальше. «И иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед». Бог открывается ему как Бог служащий, как Бог ведущий и спасающий. И нам, христианам, этот же Бог, который открылся Аврааму, Исааку и Иакову, и этот же Бог открывается нам посредством Иисуса Христа, через Иисуса Христа. И на этом Он не останавливается. И на этом Он говорит, что Он хочет освобождать народ, другой народ. Народ, находящийся во тьме, народ, находящийся в бедствии. Даже если они не знают своего бедственного положения, мы-то знаем, что они идут в ад. Мы-то знаем, что они живут в проклятии. Мы это видим, мы это осознаем. Но если вы прочитаете дальше, то Моисей внимание все на себя. У меня такие проблемы. Я косноязычен, я не буду. Да кто я? Для египтян пастух это был последний человек. Они презирали пастухов. Это было последнее дело. А Моисей был пастухом, и он должен был общаться с фараоном, с первым человеком великого большого государства, той цивилизации. Да кто я и кто фараон? Бог говорил: я буду с тобой. Дело не в тебе, дело в твоем послушании. Не в тебе, кто ты есть, а в тебе, кто я и что ты будешь говорить этим людям. Бог призвал Моисея на служение. И мы читаем, мы видим, что Бог послушен. Моисей был послушен Богу. Он пошел, он послужил народу, он вывел народ. Я хочу сказать одно такое, когда мы служим Богу, что это нам дает, что ли, или какие-то такую точку зрения, что ли. Я хочу поделиться такой историей, здесь, которая в Библии есть. Вы читали книгу пророка Даниила? Там есть такие люди: Сидрах, Месах и Авденаго. И там был царь Навуходоносор. Он был язычником. И он однажды издал такой указ: кто не будет поклоняться истукану его, того сжечь в огонь, в печь огненную закинуть. И Сидрах, Месах и Авденаго этого не делали. И он призвал их, спросил: почему это вы? Возможно, вы не знаете. Потому что Сидрах, Месах и Авденаго, они служили этому царю Навуходоносору. Они были его работниками. Но на этот вопрос они сказали, давайте прочтем. «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки Твоей, царь, избавить». Дальше. «Если же и не будет того, то да будет известно Тебе, царь, что мы богам Твоим служить не будем, и золотому истукану, который Ты поставил, не поклонимся». Давайте, можно предыдущий слайд. Здесь я хочу обратить ваше внимание на слова «Бог наш». Это не Бог Авраама или Бог Исаака и Иакова. Да, мы служим тому же Богу. Это Бог наш, Бог Сидраха, Бог другого человека, тому, которого Месах и Авденаго. Это Бог наш.
Также также этот пример, это не Бог пастора. Иногда мы верим в Бога пастора, в Бога отца нашего, в Бога нашего матери, Бога сестры, Бога проповедника какого-то. Нет, не об этом. Бог наш, Бог, в которого мы верим. Этот Бог должен стать твоим же Богом. И ты должен считать себя в определенном круге Богу церкви. Не один человек, а вместе все мы верим в единого Бога, Бога Спасителя и Бог наш. И следующее, к чему я хочу обратить ваше внимание, которому мы служим. Силен спасти нас, которому мы служим. Там не написано, в которого мы верим. Там не написано, который нас любит. Там не написано, который благословляет. Там не написано, который справедлив. Там не написано, который силен. Там не написано, который милостив. Все эти слова относятся к Богу. Но там написано, которому мы служим. Они служили этому Богу. И они знали, и они верили. Хотя этих слов и этого откровения они не получили в этот момент. Но у них была надежда. Они знали своего Бога, что Он силен их спасти. Если даже этого не случится, то они не разочаруются, и они не поклонятся Ему, что они не отступят от своей веры, потому что Бог силен, потому что Бог любит их. Они познали Его благость и Его любовь. Я хочу призвать вас, напомнить, чтобы вы тоже начали служить Богу нашему, пополнить ряды служителей. И Он силен спасти нас от наших проблем, которые приходят в нашу жизнь. Если даже иногда не избавляет, то Бог не меняется. Пусть так и будет. Это Его воля. Он Господин, Он Царь, Он Бог. И я хочу призвать вас. Следующий слайд. Дальше. Чтобы вы читали Слово Божие. Читайте, оно живо и действенно, оно работает. Читайте, изучайте Писание и применяйте ее в своей жизни. Осуществляйте, что там написано. Делайте это. Я прошу вас, если вы не нашли себе церковь, определитесь, найдите себе церковь. Через церковь Бог открывается. Он открывается совершенно по-другому. Вы будете видеть Бога в людях. Вы будете видеть Бога даже в себе, в своем служении, в своем действии. Вы будете видеть Бога, как Бог говорит через ваши уста. Когда вы будете молиться, вы будете чувствовать, что Бог говорит через ваши уста к человеку. Вы будете это знать. В церкви Бог вас научит через библейские школы, через определенные служения, через определенные действия, в постоянстве. Когда я воцерквился, Бог очень сильно, круто начал мне открываться. Я даже не понимал, что Царство Божие может быть таким крутым, что есть такие люди, с которых можно взять пример, которые идут несмотря ни на что. Я видел таких людей, я молился с такими людьми. Я внутри хочу быть такими, в некоторых моментах такими же, как и они. Я прошу вас, тоже побуждаю служить Богу. Когда вас будут просить, когда вас будут звать на служение, не бойтесь. Не ошибается тот, который ничего не делает. Как я в этой церкви взял на себя служение, то я сначала получил не похвалу, а огреб от пастора. Потому что я хотел сделать лучше. Лучше как себе, естественно, а не как ближнему. Но пастор меня не снял. Он меня наставил. Брат Николай, нужно вот так делать, посмотри вот так. Что насчет этого говорит Писание? А почему ты поступил вот так? Почему ты на себя взял смелость так поступать или так сказать брату этому?
Что насчет этого говорит Библия? Вот так написано. Так почему ты не сделала? Глупость мной руководила, да? И желание такое. Служите Богу, не бойтесь. Бог своих служителей знает поименно. Потому что вы будете трудиться в доме Отца Своего. Со служителями, со Христом будете. Если Христос хочет коснуться кого-то, то Он будет касаться через служителя, через другого человека, через вас. Станьте Ему мостом. Знаете, такое вот Папа Римский, его иногда называют понтификом. Понтифик – это слово такое мост. Мост между небом и землей. Петр об этом говорит, мы царственное священство. Будьте понтификами. Между Богом и людьми стройте мосты. Это и есть служение, а не сан одного человека. Это решение быть служителями, быть мостом, чистым, ровным, чтобы не искажать какое-то слово. Иногда быть суровым, это надо, но не жестким, суровым, но с любовью к человеку обращаться, во благо человека. Я хотел бы вместе с вами помолиться, если вы не приняли Иисуса Христа своим Господом, Спасителем. Есть здесь люди, которые первый или второй, третий раз на служении. Я бы хотел вместе с вами помолиться. Да. Можете встать, встать. Не выходите, просто встаньте, откройте свое сердце Богу. Бог невидимой, но сильной рукой будет вести вас. Будьте искренни с Ним. Я не думал, что я буду служить людям. Я не думал об этом, что я буду проповедовать. Я хотел просто построить свою жизнь, исправить ее. Но Бог сделал так, что придется служить Ему. Потому что другого пути нет. Он мне открылся как любовь, как Бог Авраам, Исаак и Иаков. И призвал, и также вас зовет, чтобы вы примирились с Ним, чтобы вы познали Его благость, милость, любовь, и также делились с этим. Давайте встанем на ноги свои и помолимся молитвой покаяния, молитвой примирения. Остальная церковь, вы можете ходатайствовать, просить Бога, чтобы Он коснулся их сердец, чтобы Он вошел в их жизнь, чтобы Он вел их крепкой и любящей рукой. Те, которые хотите примириться с Богом, принять Иисуса Христа, повторяйте за мной слова молитвы покаяния. Отец Небесный, я перехожу к Тебе в молитве, осознаваю свою греховность. Боже, во имя Сына Твоего, Иисуса Христа, прости все мои грехи и очисти меня от всякой неправды. Я не хочу жить по-прежнему. Я верю, что Иисус Христос умер на кресте за мои грехи и воскрес на третий день для моего оправдания. Господь, прошу Тебя, войди в мое сердце, освети меня, будь моим пастырем и руководителем всей моей жизни. Благодарю Тебя за то, что Ты слышишь мою молитву и принимаешь меня таким, какой я есть. Я прямо сейчас верой принимаю Твое прощение и спасение моей души для жизни вечной. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь.